Друзья, всем привет! Добро пожаловать в Казань! Это специальный видеоролик для тех, кто хочет, например, в качестве туриста приехать в Казань, посмотреть наш город, или для тех, кто хочет, например, даже переехать и жить в город Казань. Вы, наверное, задаетесь вопросом, чем здесь заняться в свободное время, и сегодня мы с вами находимся именно в Татарской Слободе. Я проведу для вас видеоэкскурсию, поскольку я являюсь жителем этого района в городе Казани. Хочу вам показать здесь, какие есть вкусные локации, где что можно покушать, где можно красиво сфотографироваться, ну и, конечно же, какие есть интересные исторические места. Это видео будет полезно для всех, кто интересуется путешествиями. Ребята, мы начинаем. Погнали! Друзья, еще раз на всякий случай добавлю в самом начале видео. Я сам не историк, не археолог, не экскурсовод. Я просто житель Татарской Слободы, и поэтому вам просто хочу показать вкусные и красивые локации. Если вам это интересно, досмотрите этот ролик до конца, потому что я вам в конце еще дам красивейший PDF-документ и покажу, где здесь что можно посмотреть. Дам вам геоточки этих красивейших объектов вместе с адресами. Итак, локация номер 1 – это улица Кунче. По словам, да, по историям, которые я слышал, когда-то работали мастера, которые занимались созданием изделий с использованием техники кожаной мозаики. Как раз на мне такая сумка, которую я заказал. Она с применением казанского шва. Мне эта улица нравится тем, что она, во-первых, очень узкая, маленькая, короткая, и она очень атмосферная. Во-первых, вечером здесь красивейшая подсветка, потом вот эти лампочки еще красиво горят. И мне очень нравится вот эта брусчатка, она как раз сделана в историческом стиле. Прям по ней идешь, она такая неровная, и ощущаешь то, что здесь реально когда-то сидели мастера и делали что-то очень ценное руками, такое ручное производство. Вот этот дух здесь очень сильно чувствуется, прям энергетически я его ощущаю. А еще эта улица важна тем, что здесь располагается одна из самых красивейших мечетей города Казани. Это мечеть Опанай. Про эту мечеть нужно, конечно же, выпустить отдельный выпуск, потому что за эти 15 секунд про нее мало что мы успеем рассказать. Я в свое время хотел здесь сделать тоже мастерскую, но так сложилось, что он не до конца, да, открылся, но идея сама зародилась, и она тоже называется, как и наш канал, Альбай. В будущем, возможно, если у нас все сложится, все-таки я это дело доделал до конца. Вот здесь вот прикладываю фотографии, что мы делали в рамках этого проекта. Сам этот бренд родился там внутри художественного фильма, и он, так скажем, даже был выдуман и скопирован в реальную жизнь. И вся обувь, которую вы сейчас видите, она сделана вручную. И вот здесь вот у меня была, да, мастерская, так скажем, полумузей, полумастерская. Сейчас здесь стоит замок, но, надеюсь, когда-нибудь здесь вновь откроются двери, и можно будет сделать красивейший музей, либо же такую маленькую мастерскую для тех, кто любит как раз-таки работать с кожей. Еще один интересный момент. Улица Каюм-Насыри. Она очень длинная, большая, и самое главное, она считается пешеходной. Это третья пешеходная улица в городе Казани. Первая — это Баумана, Петербургская. И вот наша любимая теперь улица Каюма-Насыри. Позади меня располагается мечеть Марджани. Для меня это очень сакральное место. Сюда я всегда прихожу не как турист, я прихожу, чтобы помолиться, чтобы свои, да, дуа сделать. Это место на самом деле несет в себе не только исторический характер и там место для молитв. Для многих татар это еще такое важное историческое место, потому что здесь открывается первая каменная мечеть в Казани. Само по себе очень такое старинное. В 18 веке его построили. И архитектура очень красивая, необычная. У Опаная то же самое, да, такой красивый стиль. Плюс к этому, буквально год назад она открылась после реставрации. Теперь она полностью белая, красивая. Внутри вообще так шикарно, уютно. Просто вот, сакральное место. Советую. Еще одна замечательная деталь – это красивейшие татарские ворота. Разноцветные, красочные. Я даже помню, один раз здесь проходила, да, дочка и папа. И дочь сказала: давай, папа, когда приедем к себе домой, тоже покрасим наш забор. Видимо, это были туристы. Ответ отца я уже не помню. И вот то, что девочку вдохновило, да, вот это решение, это очень классно. И таких ворот здесь несколько. Первая, вторая. Дальше можно вниз по улице посмотреть. И около мечети Опанай тоже еще есть такие же красивые заборы. Все, мы теперь оказались на набережной озера Кабан. Позади меня театр Галиаскар-Камалу. Теперь это старое здание. Вот там наверху у нас находится новое здание, абсолютно новое, прям интересная новая архитектура, современная подача, так скажем. А здесь у нас
историческое место, место зарождения татарского театра, я бы даже сказал, современного театра. И давайте посмотрим, чем здесь можно заняться. Для этого спустимся чуть ниже. Друзья, спускаемся на набережную. Здесь у нас открываются красивейшие виды. Можно днем или вечером покататься на катамаранах. Там цены доступны у нас, буквально там 500 рублей в час. Во-первых, можно покормить утят, а еще, если вам повезет, очень сильно можно еще увидеть белых лебедей. Давно, конечно, я уже их не видел. Помню, 2-3 года назад буквально здесь они плавали. Прям красивейшие такие. Кроме лебедей и уток, здесь еще есть другие виды птиц. Еще я вспомнил, зимой здесь через лед люди переходят на другую сторону. Конечно же, это делать я не советую. Вот такие у нас встречаются храбрецы. Я сам еще люблю здесь вечерами дать круг вокруг озера Кабан. В среднем занимает мой маршрут минут 40, но зато за это время я успеваю успокоиться там, побыть в своих мыслях. Особенно вечером здесь классная и теплая атмосфера, ну летом, да. Прям обожаю здесь гулять. Вам советую то же самое сделать вечером. Обязательно прогуляться по набережной. Я вам показываю самые такие интересные, красивые локации. Скорее всего, будет даже вторая часть этого видео. Посмотрите у меня на канале, если он есть. Тоже переходите по ссылке и смотрите. А еще здесь обязательно вам нужно взять экскурсовода. То есть, прям что вам все рассказали, историю, как это место возникло, почему именно называется Татар Слобода. А еще он дополнительно расскажет о том, что на дне озера Кабан охраняются ханские сокровища. Да, возможно, это легенда, возможно, это правда, возможно, нет. Никто уже толком не знает. Но сам факт того, что вам сделают вкусную, интересную экскурсию, это вам точно обещаю. Потому что здесь на каждом квадратном метре есть на что посмотреть. Татарская Слобода, она очень большая. Мы только что с вами были на улице Каюм-Насыри. Теперь мы находимся на параллельной улице, которая называется Мерджани. И здесь, рядом со мной, установили бюст в честь великого татарского ученого, философа, мыслителя Шихабеддина Мерджани. Прогуливаясь по пешеходной улице Каюм-Насыри, можно зайти в один прекрасный же дворик и насладиться красивым, уютным двориком. Пойдемте посмотрим. Немножко рекламы. Можно зайти здесь в музей и сделать себе фотосессию в татарских костюмах. Сколько стоит, я не знаю, но там костюмы просто шикарные. Я лично видел. Ну а теперь обратите внимание, какое здесь просторное место. Здесь нас встречают павлины. Здесь у нас находится апарт-отель. Сюда можно разместиться, так скажем, отдохнуть. И, конечно же, куда без сувенирных магазинов. Их здесь очень много. Я считаю, что самый такой прям большой выбор по продукции, то, что можно с собой привезти, забрать из Казани, располагает именно здесь. И самое интересное, что вот все, что там связано с татарским, там с кухней, да, с сувенирками, там магнитиками, самый интересный выбор здесь, я считаю. Ну, около Кремля и здесь. На самом деле этот двор сделали таким красивым буквально недавно. Эти у нас стенды, да, здесь показаны, какие животные во дворах у татар. Тут есть и бараны, и козы, и куры. Но самое здесь ценное, можно сказать, даже это казанский кот. Если обратить внимание, у него уже голова вся светлая, потому что есть такое суеверие, да, поверье, как будто бы, если вы погладите несколько раз и загадать желание, то ваше желание обязательно сбудется. Правда это или нет, я не знаю, но, как мы видим, исходя из того, как у нас у кота светлая стала голова, можно предположить, что люди часто этим пользуются. Я сам даже лично пару раз видел здесь монеты, поэтому, друзья, каждый верит, во что он верит. Вот, и решать, конечно же, вам самим, правда это или нет. Проходим чуть далее, и здесь мы видим интересные стены. Они такие прям старинные, из красного кирпича. Буквально недавно здесь все было заброшено. Ну как недавно, там лет 30 назад, когда был тысячелетие Казани, здесь все это красиво так восстановили. Если хотите купить какой-то необычный сувенир, подарок своим знакомым, здесь есть интересное место. Во-первых, здесь все у нас сделано из дерева. Кажабелян 40, это татарская сказка, автор Габдулла Тукай. Также у нас в углу располагается Зиланд, Безен Ожзаха, переводится как дракон. Если мы дальше пройдем, можно здесь увидеть лавку кузнеца, бишболта. Также здесь продаются разные сувениры. Я сам себе лично купил нож, прям такой качественный нож,
При этом еще цена очень доступна, ребят, я удивился. Я думаю, такой нож точно стоит там 1008, оказалось, он всего лишь там стоил 2000 рублей. Очень выгодно. Кстати, это не реклама, это моя личная рекомендация. И здесь на втором этаже у нас располагается музей чая, а на первом продается очень вкусный чай. Я себе домой всегда покупаю здесь. Очень интересный момент, вот такой чай, как у них, больше нигде не продается, поэтому я здесь покупаю конкретно. Прогуливаясь по Татарской Слободе, тяжело не заметить один интересный стенд. Многие люди говорят, что он очень сильно похож на первого президента Республики Татарстан, Минтимера Шариповича Шаймиева. Не знаю насчет этого, похож или нет, решайте сами, но точно знаю, что это у нас татарский бабай, здесь у нас тубетей и национальная татарская одежда, и угощает он нас чаем. И чай здесь, ребята, неспроста, потому что татары очень сильно любят чай. Я сам лично пью в день по 5 чашек чая. Это как минимум и обязательно с молоком. Друзья, а как считаете вы, похоже на Минтимера Шариповича или нет? Пишите в комментариях. Пройдя немножко по дворику, мы оказываемся уже в современном месте. Это современная молодежная точка. Здесь у нас располагается кофейня Surf. Как раз таки здесь я пью кофе. Также здесь можно перекусить в цехе. И летняя наша веранда от Культа. Здесь мы пьем чай и вкусно можно также покушать. Завершая этот ролик, немножко татарского языка от меня. Давайте выучим пару фраз на татарском языке. Первое слово, которое нам нужно всем знать, это слово кофе. Кофе на татарском кахуа будет. Кахуа. Вот так мягко произносится и звучит очень вкусно и дорого. Следующее наше слово это слово матур. Матур переводится как красивый или красивая. Шибяр еще можно сказать, да, синоним подобрать. Матур, шибяр, сикемле, сулу. Вот как раз таки у нас располагается здесь Запорожец. Он очень популярный. Здесь многие туристы около него фотографируются и делают себе матур фотолар. И делают себе красивые фотографии. Кстати, если вы будете здесь, обязательно нужно сфоткаться около него. Это уже, можно сказать, местная традиция. А еще это очень хороший, отличный маркетинговый ход. Друзья, на этом мы финалим наш первый ролик. Я понимаю, что здесь я бегло и быстро прошелся по всем локациям, но я это делал специально, потому что я хотел максимально показать, какие здесь есть интересные и красивые локации. В следующих видео еще подробнее расскажу, что еще здесь можно посмотреть, потому что это только 30% от общей информации, от общих локаций, что можно здесь посмотреть. Ну и напоследок обязательно приезжайте в Казань. Рахимитвис Казангадуса. Ну, стоп. Это.